По линии сельского хозяйства, у нас по программе Министерства сельского хозяйства в Гальском районе для обработки площадей против американской бабочки и мраморного клопа были выданы пестициды в количестве 3 тонн. Это пестициды Зондер, Титул Дуб, Винтаж, Эспер и ряд других. Более того, само управление сельского хозяйства тоже проводит работы, помогает людям. Это выдано было главам сел, чтобы раздали людям. Ну, тем, кому тяжело и у кого нет оборудования, отдел сельского управления сельского хозяйства само проводит эти работы. В 2022 году мы смогли. А есть данные по количеству заготовленных сельхозкультур по цитрусовым в 2023 году, по ореху и другим важным культурам, которые выращивают у вас в районе? По мандаринам я могу сказать. Объемы, могу сказать, это 294 гектаров земли, это 26 тысяч насаждений. Я говорю о совхозе администрации, сданном в аренду. Это еще было, уже много лет. Да, у них сбор. Нет, с учетом личных подсобных хозяйств, сколько собирают урожай в районе? Ну вот около 10 тысяч тонн, можно сказать, в общем вместе с населением. 10 тысяч тонн цитрусовых? Цитрусовых. По ореху какие, да? По ореху выходим на 12-15, но тоже зависит от урожайности. Это я говорю о хороших годах и хороших показателях, когда полносборный урожай, когда нет вегетативного года, мы такие показатели можем дать. У нас данные есть по тому, куда орех уходит, то если он уходит через Ингур, да, люди вывозят, мы им помогаем. Эти данные есть. Что уходит на сторону Черепцова, этих данных у нас нет, мы статистику. Есть в Государственном таможенном комитете? Скорее всего, но мы как бы с этим не связываемся, потому что орех еще обрабатывается, еще он колется, и в итоге тоннаж меняется, очищается от скорлупы, сортируется, и данные будут неточные. То в Российской Федерации в основном ведется орех уже обработанный, очищенный от скорлупы, высушенный и уже в орешке. Там эти данные мы показать не можем. По инвестпрограмме на Гальский район средства не предусмотрены. По оказанию финансирования из республиканского бюджета нам оказали по постановлению Кабинета министров в районе 8 миллионов. Это была сделана детская спортивная площадка во 2-й школе и придворовая территория при 1-й школе. Больше средств не предусмотрено.